Уважаемые друзья, рад приветствовать всех на сегодняшней пресс-конференции. Повод у нас достаточно такой масштабный. Начинает работу второй съезд родословия, который мы с вами организовывали, в том числе шли к этому мероприятию 5 лет. Сегодня в пресс-конференции участвуют организаторы этого съезда и наш гость съезда Вахрин Сергей Иванович. Прошу любить и жаловать. Это человек, который очень известен в Камчатском крае, краевед, член Союза писателей Камчатского края, президент Камчатского регионального общества фонда «Сохраним лососей вместе», член Русского географического общества, член Союза писателей Российской Федерации, член Союза кинематографистов России. Вот достаточно с такими регалиями он к нам приехал. Подмечу, что он обладатель 2 государственных премий Камчатского края. Я, когда был на Камчатке, у него гостил, был в доме так называемого рыбака, где собраны экспонаты, где собраны экспонаты, где собрано очень большое количество исследовательской деятельности о наших достаточно таких дефицитных продуктах красной рыбы. Да, и в тот период, если я знал несколько только видов красной рыбы, оказывается, их там множество. Вот Сергей Иванович тогда любезно рассказал, и я, можно сказать, был под сильным впечатлением этого посещения. В последующие годы Сергей Иванович приезжал к нам в Якутию, имеет здесь друзей. И однажды мы проводили в нашем историческом центре «Россия. Моя история» встречу по презентации книги о среднеколымских старожилах. Ну и здесь Сергей Иванович выступил с проектом «Тайна якутских фамилий». Тогда возникла идея, мы пригласили его на наш съезд. Он любезно откликнулся, и сегодня он здесь у нас в гостях. Не буду томить вас своими, как говорится, рассуждениями. Сергей Иванович, все, кто здесь присутствует, я представляю Аргунов Константин Ильич, это руководитель общественного организации Институт генеалогии и этнологии народов Севера. В простонародье мы его называем Институт родословия. С нами вместе доктор наук Савинов Андрей Савич. Он является членом нашего правления, одним из идеологов продвижения работы по составлению родословия нашей республики. И Руслан Васильевич Васильев, руководитель общественной организации по сохранению памятников культуры. Он сегодня тоже является нашим сподвижником, членом правления нашего института. Я сам являюсь председателем правления этого института. Вот в таком составе мы с вами сегодня общаемся. Основное действующее лицо Сергей Иванович Вахрин. Мы передаем ему слово. Если будут вопросы к нам, к организаторам съезда, мы тоже готовы ответить. Сергей Иванович, пожалуйста. Спасибо большое. Но прежде всего, конечно, хотелось бы сказать, вообще, откуда появилась эта идея, в честь чего вдруг на Камчатке появляется идея и оформляется эта идея тайн якутских фамилий. Какая вроде бы связь между нашими регионами. А связь, оказывается, огромная, связь настолько плотная, что фамилии ваши у нас, наши у вас, и эта связь такая взаимная, тесная, историческая. Я здесь был в Якутии впервые в прошлом году по приглашению людей, которые имеют к истории Камчатки самое непосредственное отношение. Это потомки камчатских священников Лонгиновых. И мы были в Усть-Алданском районе, мы были на 160-летии Дюбсинской школы, которая была основана как раз представителем этой якутской ветви наших камчатских священников Лонгиновых.
И, в принципе, тогда у нас и состоялся разговор в Русском географическом обществе о том, что вот как раз о том, что у нас общая история, и что мы идем к 400-летию присоединения Якутии, к проекту, который мы так условно тогда назвали, а может быть это уже и не условно, может быть это действительно Якутия, Россия, 400 лет вместе, связь времен и народов. И вот тогда возникла и мысль, тогда еще мысль о том, чтобы создать вот эту книгу «Тайны якутских фамилий». Почему? Это совершенно было не случайно. Дело в том, что еще много-много лет тому назад, это был далекий-далекий 1984 год, когда на Камчатке возникла очень серьезная проблема с камчедалами. Дело в том, что еще в 1926 году советские этнографы этот этноним отменили, посчитав, что коренные жители Южной Камчатки, они потеряли свой язык и в итоге, в общем-то, не могут считаться коренными. И, в принципе, записали их русскими, браки были смешанные, и тогда в этом не видели никакой проблемы. Но к 1984 году проблема обозначилась не просто остро, а катастрофически остро, потому что эти самые люди, коренные жители Южной Камчатки, они были такие же рыбоеды, как и жители Северной Камчатки, которых записали уже итальянами, в отличие от камчедалов. И, как оказалось, органы рыбоохраны в то время, введя свои государственные меры регулирования рыболовства, высекали этих самых браконьеров. И оказалось, что основная среда – это камчедалы. И с 1984 года мы поставили сначала вопрос, а потом начали процесс возрождения камчедалов как этноса. И родилась вот эта первая книга. Ведь надо было доказать, что это коренные жители Камчатки. И родилась книга «Камчатская родословная книга», в которой мы начали анализ родовых связей нашей коренной Камчатки. А фамилии, если вы откроете эту книгу, фамилии те же самые, что и у вас. Жирковы, Жуковы, Уксусниковы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И эти же фамилии шли в первых списках браконьеров Камчатки. И вот тогда вот начался этот процесс. Далее мы коснулись истории освоения Камчатки. Дело в том, что в прошлом году было 325 лет присоединения Камчатки к России. Но все, кто знает историю, знают, что это присоединение шло из Якутии, что сюда шли якутские казаки. Тот же Владимир Владимирович Атласов был якутским казаком. Но дело-то в том, что если вы откроете Википедию или откроете даже наши энциклопедии, большую советскую энциклопедию, то выяснится, что у Владимира Владимировича Атласова совершенно другое отчество. Васильевич. И не просто Васильевич. Недавно тюменцы издали большую энциклопедию, народную энциклопедию «Ермак». И там была моя небольшая статья о камчатском Ермаке, о Владимире Атласове. Так вот, тюменцы поменяли отчество на Васильевич. Когда я возмутился, я уже получил книгу этого издания, никто со мной не согласовал этого отчества, я когда возмутился, они говорят, ну вот, пожалуйста, мы открыли 3 источника, и во всех этих источниках он Васильевич. Я говорю, да боже мой, давным-давно Борис Петрович Полевой нашел документы, которых найдено имя его отца, Владимир Тимофеевич Отлас. Но для тюменцев исходным были большая советская энциклопедия, еще несколько источников, в котором идет это отчество. И, по сути дела, это был один из лейтмотивов того, что мы начали работу, которая вылилась вот в эти 3 книги, это 3 тома, которые называются «Дело об убийстве Владимира Атласова. Камчатская Сибириада». Дело в том, что существует несколько версий убийства Владимира Владимировича Атласова. В чем за причина, кто осуществил, и самое главное, за что его убили. И вот так как ответа на этот вопрос в истории пока еще до сих пор нет, я попытался все-таки ответить на него, но как бы провести уголовное расследование через 3
3 века. Но для этого мне потребовалось не просто ответить на эти вопросы, мне нужно было собрать информацию, максимальную информацию о том, а кто мог вообще совершить это преступление, почему, какая мотивация могла быть. И для этого нужно было не просто создать образ эпохи, ее понять, нужно было конкретно увидеть людей, которые за этим стоят, конкретные личности. И начался поиск, кто, откуда пришел на Камчатку. Откуда, кто и как. И в итоге, если вы откроете 2 и 3 том, в 1 томе у нас это не уместилось, такой по объему получился, видите, какой большой материал, то вы увидите огромный список из фамилий. Огромный список из фамилий, которые, в общем-то, имеют прямое отношение ко всем этим событиям. И поэтому, когда в прошлом году я оказался в Якутии, и особенно, когда мы были в Дюбсинской этой школе, я посмотрел на список фамилий, которые там есть, я видел все, сплошные камчатские фамилии. Сплошные камчатские фамилии. И поэтому тогда родилась вот эта крамольная мысль. Не всем, так сказать, она пришлась по душе. Крамольная мысль, что Камчедал вдруг касается святая святых истории Якутии, якутских фамилий. Но так как я уже к тому времени был уверен в том, что связь здесь максимальная, что здесь вы и мы связаны такими историческими связями, с такими историческими нитями, что, в принципе, я рискнул, тем более, что благодаря человеку, которые были инициаторами издания вот этой книги, трилогии, Сергею Евгеньевичу Дурынину, это потомку тобольского казака атамана Ивана Дурыни, которые прошли весь путь через Сибирь до Камчатки, через Якутию, естественно. 3 из этой семьи, Дурыниных и Шестаковых, были здесь у вас на Камчатке. Один, Андрей Дурынин, участвовал в открытии Колымы, другой был в Охотске вместе с Владимиром Отласом, когда воссоздавали Охотский острог. 3 был вместе с Иваном Стадухиным в его походе, в колоссальном походе через весь северо-восток. И вот это Сергей Евгеньевич Дурынин, он занимается историей своего рода. Очень кропотливо, поднимая массу источников. И, в принципе, он открыл для меня и, в принципе, расшифровал, потому что не всегда можно прочесть то, что написано на старорусском языке. Он 2 документа. Первый документ, даже 3 документа. Первый документ – это тобольские казаки, которые пришли в Якутск. Их было 255 человек. Это первый документ. Второй документ – это перечень имен казаков, которые были здесь, в Якутии, в 1651 году. Со всеми, как сказать, направлениями, куда они были направлены на службу. В Охотск, в Даурию или в какие-то другие места. Это второй документ. И третий документ, вы знаете, первая часть его, она очень известна, она и в интернете есть, и везде. Это 1748 год, это список якутских казаков. Но он совершенно не полный, который публикуется повсеместно. Потому что самый полный, это расшифровал как раз Сергей Евгеньевич Дурынин, он в несколько раз, ну, может быть, даже не в 10, но раз в 5-7 больше. Потому что он касается всех остальных мест, где служили эти казаки и на Камчатке, и в Тауйске, и в Охотске, и в Удском остроге, и, соответственно, в других. Вот на основании этих материалов, которые еще не вошли, не документированы, не вошли в активную историю, вот на основании этих документов я и позволил себе вот эту самую реализацию этой крамольной мысли, начать работу над книгой «Тайны якутских фамилий». Пока сегодня я привез к вам только часть, оригинал макета этой книги, потому что книга еще в производстве, в работе. Вот она. Это здесь только 3 буквы А, Б и В, и вступительная часть. Все остальные буквы пока еще в производстве, и думаю, где-то месяца через 1,5 мы эту работу завершим. Но работа оказалась огромная. В каком смысле огромная?
более, ну, скажем так, округленно, порядка 500 фамилий. Порядка 500 фамилий, история которых, попытка истории которых здесь раскрывается. Это попытка, потому что не все, как говорится, гладко, не все гладко, не везде мы можем связать все это, так сказать, одно с другим, чтобы звенья одной цепи были. Бывают какие-то фамилии часто повторяются или многообразны. Есть фамилии, которые четко прослеживается там линия там, и на Камчатке, и у вас в Якутии, по крайней мере, вот до 1748 года мы брали в основном. Но, как оказалось, завершив работу, черновую работу над этой книгой «Тайна якутских фамилий», я понял, что я попал. Попал очень серьезно. И не в смысле того, что там попал на то, что там здесь, в Якутии, кто-то скажет, что вот туда не влез. Это я уже с этим, как говорится, смирился и, как говорится, готов к критике со всех сторон. Я попал в другом смысле. Якутия была центром северо-восточной нашей цивилизации, исторической цивилизации. Потому что движение из Якутска и на юг, и на север, и на восток было, как говорится, изначально. Как появляется якутское воеводство, вспоминаем Пояркова, вспоминаем Хабарова, походы на Амур, вспоминаем Деженева, вспоминаем Владимира Атласова. То есть здесь мы видим огромный регион, который, как говорится, вот связан с Якутском. Но дело-то в том, что он пронизан еще и родовыми связями. Сегодня у нас Охотск отдельно, Камчатка отдельно, Чукотка отдельно. А если взять историю родовых связей, то окажется, что у нас эти родовые кланы, они по всему Дальнему Востоку распространены. И не просто даже чисто дальневосточные. Вот в этой Камчатской Сибириаде мы прослеживаем связь, я уже про Дурынина вам говорил, это связь родов со всеми регионами Сибири и Дальнего Востока. Вот маленький пример Дурынина, он не окончен, потому что фамилия Дурынина, она имела несколько еще, так сказать, подразделений. Это были атаманские фамилии, и когда шел атаман Корнила Дурынин, то его потомки были уже Корниловыми. Если шел атаман Шестак Дурынин, то его потомки были уже Шестаковыми. И, соответственно, мы видим вот это вот распространение уже этих новых фамилий, новых ветвей. И так вот мы на Камчатке обнаруживаем, с одной стороны, пришли Дурынины из Якутии, 2 Дурынина к нам на Камчатку, и они были вплоть до того, что участниками Петропавловской обороны, и затем были переведены вместе с гарнизоном Петропавловского порта в Николаевск-на-Амуре, с одной стороны, и даже именем морехода Дурынина назван один из мысов в Японском море. А с другой стороны мы видим Корниловых, которые пришли на Камчатку через Нерчинск. Это потомки тех же самых Дурыниных, которые пришли, и они участвуют также в Петропавловской обороне. То есть встретились 2 ветви, уже даже не подозревая о своем родстве. И у нас сегодня, как говорится, есть и Дурынины, и Корниловы, которые не знают о том, что они, собственно, родственники. И таких масса. Так вот, возвращаясь к идее вот этого проекта 400 лет Якутия России. Это как раз коснулось того, что я, будучи в Магадане на презентации книги о Петропавловской обороне, получаю от местного архива сведения о том, что у них есть материалы Гижигинской крепости 1843 года. Конечно, мне это интересно. Я открываю эту книгу, и я опять же встречаю те самые якутские фамилии, которые в этой книге. И даже шире. И то есть это с одной стороны. Дальше я сейчас работал в Москве, вернее в Санкт-Петербурге в архиве историческом, и там я обнаруживаю материалы по Охотскому острогу. Открываю середина прошлого века, 19 века, открываю, листаю, и опять же
встречаюсь с теми же самыми якутскими фамилиями. Недавно, когда вот я был здесь на презентации в прошлом году, мы говорили о Петропавловской обороне и говорили о якутских фамилиях, которые, ну, помните, мы говорили про Скребычкина, да? Да. У нас были фамилии Скребыкина, у вас у вас Скребыкины, да. Такой вариант. Но это все одна связь, собственно, это тоже тобольская фамилия, которая пришла сюда, в Якутию. И в итоге я почему сказал попал на второй том. Ну, сейчас я начинаю работать над вторым томом «Тайн якутских фамилий», который касается всего Дальнего Востока. В широком смысле это и Забайкалье, это Якутия, это Ахатаморье, это Камчатка, это Чукотка. Вот такой вот замысел, вот такая вот идея, вот такие вот захватывающие сюжеты исторические, но они привели к тому, что вот как раз начала рождаться вот эта книга «Тайны якутских фамилий». Ну, такая вступительная часть. Спасибо. Перейдем к вопросам. Сергей Иванович издалека зашел, и я вот сидел, слушал, он говорит, есть списки казаков, которые пришли сюда в 17 веке, да, 255 человек список, там другой список. Поэтому несколько я озадачился. Вот мои-то корни, наверное, Якутия не ограничатся, пойдут дальше. Да? Если тех казаков мы привяжем к своей, как говорится, родовой, во мне текет или течет? Течет кровь, да, ямщиков. Поэтому, пожалуйста, вопросы. Да, представляйтесь. К микрофону. Я как раз про Корнилова говорил. Якутского государственного музея имени Ярославска. У вас вот, в интернете выложено было вот PDF-файл, вот это вот первое, начало вашего труда. Я там немного почитал. У вас не слишком упрощенно, вот вы берете архивные документы, находите фамилии казаков и сразу выводится делается вывод, как будто это все потомки вот в Якутии, это потомки вот этих казаков. У нас что, мужиков-то других не было, что ли? Только все от казаков рожали? Или как? Это вот я не пойму. Потому что, например, насколько я знаю, вот по крайней мере в Алекминском улусе, да, фамилия моего отца, моя, Корнилов, с Алекминского улуса. Там они их крестили, и там нет у них какого-то прямо вот прародителя казака, от которого вот прямо вот все и пошло. Их крестили уже этой фамилией. Согласен. И об этом у меня как раз и говорится. Но у вас вот проводится параллель, как будто вот каждый казак оставил после себя потомки, и вот все население Якутии теперь это вот носит их Вы фамилии. невнимательно прочитали первую часть. В первой части говорится о том, что огромное количество фамилий получено при крещении от казаков. Да, казак шел крестным отцом. Вы правы абсолютно здесь. Казак шел крестным отцом. И мы, вот, кстати говоря, там одна очень важная деталь. Мы долго думали, стоит или не стоит. Мы начали публиковать вместе с фамилиями огромный список ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Для чего мы это сделали? Дело в том, что как раз он позволяет нам, во-первых, увидеть ареал распространения этой фамилии, потому что, как правило, участники Великой Отечественной войны – это люди, родившиеся до середины 20-х годов. Это как раз те, кто еще не было времени, когда шла вот эта вот система массового переселения и так далее, и так далее. То есть они жили традиционно на тех же местах. И видно вот этот ареал как раз распространения этой фамилии. И в принципе по этим же ветеранам и видно, что кто русских корней, кто якутских корней. Поэтому здесь
вы ошибаетесь. В нас не было и не будет такой цели, чтобы как бы привязать жестко одно к другому. Нас интересует история появления фамилии. История появления фамилии. А уже как она дальше интерпретирована, кто как от крещения, там, и вы еще какие-то там это были, или породнились, там, это уже то, что занимается съезд родословия. Да, я вот хотел сейчас об этом сказать. То есть тайна фамилии, а не тайна родов. Вот, да, фамилии. То есть мы однофамильцами, но можем быть и не кровными. Конечно. Да, поэтому здесь, наверное, так нужно понимать. Я вначале тоже примерно вот, как коллега с музея сказал, воспринял это, да? Ну и то же самое, у меня мысль была так, нас, Владимиров и Саха, всех крестил батюшка, да, ты будешь Владимиром и так далее. Поэтому здесь именно говорится о тайне фамилии, а не родов. Спасибо. Пожалуйста. Владислав Коротов, журналист. Я вот хотел к Сергею Ивановичу обратиться. Название книги не совсем верно указывает тему вашего труда, потому что тайны якутских фамилий можно понять, что это фамилии коренного населения народа Саха. А у вас скорее речь идет тайны русских фамилий в Якутии или на Камчатке. Вы знаете, я уже, по-моему, вам отвечал на этот вопрос письменно, да? Потому что вы мне уже не вы задавали, значит, значит кто-то еще. Я согласен с вами о том, что здесь как бы сознательно суженная тема. Тогда нужно было, конечно, тайна русских фамилий там, и, соответственно, со всей этой расшифровкой. Я делал акцент на том, что все-таки эти фамилии были распространены по всему региону из Якутии. Из Якутии. В этом случае, я, так сказать, подчеркиваю, приоритет истории якутская в распространении этих фамилий. То есть вот такая вот у меня цель была, задача. Конечно, не все со мной с этим могут согласиться, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но, извините, у меня есть авторское право на это, поэтому вы меня можете критиковать, ругать, вот, но название это уже останется. Критиковать не буду, но тут мы все вдохновились, пришел человек и раскрыл всю тайну якутских фамилий. У меня, например, фамилия Коротов, да? Мои потомки тоже русские, предки русские казаки из Вилюйска, которые переехали в Сунтарский район. И там их прозвали Коротар, то есть выходцы из города. И поэтому пошла фамилия Коротов, которая появилась в 28 году примерно где-то. А между тем вот нашлись люди из центральной России, Коротов. Вот наш родственник, оказывается, в Якутии есть. Между тем это совершенно другая этимология этих названий. Так это и есть тайна якутских фамилий. В данном случае вы открыли еще одну тайну. Русские фамилии скорее мне будет. Это лучше. Хорошо. Вопросы или дискуссии? Ну, тогда к микрофону, пожалуйста, выходите. Добрый день всем участникам презентации. Я Попова Алла Афанасьевна и хочу задать следующий вопрос. Сергей Иванович, да, у нас в Якутии очень много фамилий, производные от имен. Но среди таких фамилий очень распространены еще другие, такие как Поповы, Дьяконовы, Протодьяконовы. Что вы можете сказать о происхождении именно этих фамилий, которые связаны, видимо, каким-то образом с крещением якутов в свое время? Потому что у нас очень много Поповых. И если два Поповых встречаются, они всегда спрашивают, а ты Попов с какого улуса? Потому что они между собой никак не являются родственниками, но фамилии одинаковые. Спасибо. Вы знаете, фамилия Поповы одна из самых распространенных в Сибири. Почему? Ну, прежде всего потому, что многие казаки были поповыми детьми, которые оказались за штатом церковных служителей. И их также верстали в казаки. Особенно это характерно вот по данным Томска, где есть вот поименные списки с историей
с историей. И там как раз и пишется Поповский сын Попов, Поповский сын и так далее. Кстати говоря, и у вас здесь, когда появляется белый поп Спиридон, его дети с одной стороны были Спиридоновыми, а с другой стороны были Поповыми, казаки. Вот. Поэтому это фамилия, соответственно, Дьяковы, Протодьяконовы, это тоже первично дети этих самых и дьяков, и протодьяконов, которые поступили на службу. Поповых было несколько и казачьих ветвей, и, соответственно, в общем-то, распространение было довольно-таки широкое. Есть поповые у нас, по сути дела, в каждом селении, и они тоже родственно не связаны. Это разные, так сказать, вариации. Поэтому здесь исторически это связано с церковно-священнослужителями, вот, а далее уже распространилось более широко. Ответил я на ваш вопрос? Еще одна тайна. Еще одна тайна. Ну, вы правы, и не только Поповы, Протодьяконовы, Дьяконовы, то, что при крещении фамилии получили. Дело в том, что когда... А можете представиться? Самсонова Вера Васильевна. Мы вас знаем, но чтоб Да. общественно. Это человек, один из тех, кому посвящена эта книга. Спасибо. В общем, там получается так, что приезжал священник с причетником. Причетник мог дьячком быть, псаломщиком, там, диаконом, да. И когда было таинство крещения, то новокрещенному доставалась фамилия либо священника, либо какого-то из причетников. А отчеством тоже было имя того, кто его крестил. Понимаете? И, ну, так тоже могли, у нас тут тоже есть такие варианты, но в основном количество большое Слепцовых, Поповых. Это, значит, когда шло массовое крещение, именно эти священники его и осуществляли. Вот как раз одним из таких... Ну, я сейчас еще и про казаков. У меня несколько фамилий, как у любой из женщин, да? И, значит, вот одна фамилия Бурнашова у меня. Это моя девичья фамилия. Понимаете, да, что у меня, значит, какая-то часть генов есть народа Саха. И когда я, не только я, у нас Бурнашовы очень хорошо занимаются своей генеалогией, и они докопались вообще до там, ну, начала 17 века. И как раз мы можем иметь свои сведения, потому что крестили, давали фамилию, имя, и оставался документ. А когда были, значит, ну вот до прихода русских, да, сюда, были только известны, ну, имя, которое человеку дали, и кто его отец. Фамилий тогда не было. Могли быть прозвища. Поэтому вот то, что якутских фамилий, вот если уже там второй вариант, как уже в новое время появились фамилии с таким образованием от каких-то слов и прозвищ, да, якутских, то это уже, наверное, Саха, какие-нибудь фамилии. А вот... Вопрос есть? Нет, я сейчас просто хочу объяснить. Вот у меня вот эта фамилия Бурнашова, она, как докопались мои многочисленные Бурнашовы барагонские, что мы потомки Легея, что первый крещеный Бурнашов был Иван Иванович Бурнашов, и фамилию он получил от казака, и отчество получил от казака. Есть церковная запись, когда его вот крестили. Его звали Ергененов Шаянов. Шаян был отец, а он был Ергенен. И поэтому, получается, я порылась в древнетюркском словаре, и оказалось, я думала, Шаян – это Саян. Шаян оказался Скорпион,
А Ергенен связано с названием места, где древние тюрки, наши прапредки, спаслись от полного изничтожения. То есть первое, вот, когда тюркский каганат образовывался, это вообще ко всем относится уже, вот, тогда первые наши предки, одна из ветвей наших предков, они были полностью почти уничтожены, спаслись два брата. Они бежали вот в эту долину, которая называлась Ергенен-Кон. Вот скажите мне, откуда у барагонского мальчика в начале, скажем так, в начале XVIII века сведения, вот такие имена, как Ергенен, который к долине относится, в которой все спаслись, древние тюрки, до Чингисхана это было. И второе, откуда в барагонцах такое имя, как Скорпион. Это вот, как бы сказать, иллюстрация миграции. Вторая фамилия у меня есть, еще одна ветвь, Серкины. Благодаря Сергею Ивановичу я вообще даже не подозревала, я думала, они ямщики, были переселены в середине XVIII века, ничего подобного. Вот там в первой книге я обнаружила вот эту фамилию первый раз. Это был енисейский казак одного времени с Бекетовым. Они были вообще в одной это была регулярная армия. И пришлось порыться в прошлом году, и я тоже интересное нашла. Спасибо, Вера Васильевна. Наверное, для вас отдельную площадку нужно сделать нам. Да, очень интересно. Но возвращаемся к Сергею Ивановичу. Вопросы? Пожалуйста. Но она еще не сказала еще об одной линии, как раз линия Лонгиновых, камчатских священников. Да. Константин Ильич, у меня тут... Сарглан Савич, к микрофону пройдите, пожалуйста. Добрый день, Сергей Иванович, я вам тоже писала, очень приятно вживую встретиться с вами. Вот у меня вопрос. После выпуска первого тома будет презентация в Якутске? От вас зависит. Да? Пригласите, вот приедем. Хотелось бы, да, вот электронный вариант это хорошо, но все-таки книга, написанная это уже на века. Будем ждать. Там моя фамилия Адамова, Да. про это очень много написано, и сама тоже я в поисках, и Елены, вот. Вы теперь убедились, что Адамовы это тобольские казаки? Да. Вот, Всё, хорошо. спасибо. С удовольствием Спасибо. приеду, с удовольствием. Спасибо. Я думаю, что любое завершение проекта требует обсуждения. Формы разные. Презентации, да? Собрать сабантуйчик небольшой, банкет небольшой. А мы сегодня вот как раз собрали в виде пресс-конференции. Форма такая. А сабантуй будет? Константин. Когда будут книги сами, пока мы же только еще... Это мы передаем в вашу национальную библиотеку. Тиражи мизерные тиражи. 100 экземпляров всего книги, поэтому они расходятся мгновенно. Хорошо, Константин Ильич, пожалуйста. Я вот Сергея Ивановича тоже книгу, благодаря тому, что буква А, тоже, вот как Сарглана Савична говорит, я очень внимательно просмотрел. Мы своим родословием тоже 47-го года прошлого века, с середины, можно сказать, занимаемся. 3600 человек в нашем роду. И вот, что я интересно нашел. Проследил путь этого казака, Аргунова, да, и сравнил вот нашу карту распространения фамилии Аргуновых. И вот где он проезжал, вот у Сергея Ивановича же там все описывается, куда он потом отправился, куда его и так далее, послужил, наверняка же был со священником, наверное, вот этим сопровождающим или как-то, да. Вот Мегино-Кангласских Аргуновых, там, где он проезжал, там фамилия Аргуновых. И доходя до Татинского улуса тоже он дошел. И Аргуновы есть. А потом мы начали сличать, а мы родственники или не родственники. Мы с Мегино-Кангласцами в нашем роду где-то в конце 17-го года есть казачка в нашем роду.
И она написана, что Смигина Кангаласского, да. И поэтому хочется сказать, что вы не путайтесь, что это именно из этих казаков, вот, например, допустим, или из казачки, там, Аргунова, или Аргуновой, там, и так далее, да, пошло вот это весь якутский род, все якутские роды. Это является потом, это очень, очень хорошая рабочая. Почему? Потому что мы, начиная с 17 века, эта книга как бы индикатором становится, понимаете? Вот мне дали фамилию моим предкам Аргуновы, да, и благодаря тому, что вот мы занимаемся, мы тоже еще лет 15 назад, откуда Аргунова? А есть Аргуновка, оказывается. Аргунова это где-то в Урале, деревня даже была в старину, и она, это название мастерового человека, который что-то умеет делать, понимаете, и Аргуновка была. А по нашему распространению родов, Медина Кангаласская, наши татинские, как они распространились? Начиная от игдейского наслега, переходя через Танду, через Усалданский, Эльтерский, потом второй Хомутстарский, Хатырский наслег, плюс Атамайский наслег и Мытах горного улуса, да. А потом уже я еще и встретился, когда мы родословием занимались, встречаемся в этом, как его, Мытахе, то есть это Тяхтюре, Кангаласском. И потом наши фамилии по переселению до прихода, они якутскими фамилиями мы пишем, Косаттернан. А потом они уже начинают, вот действительно, декан начинают эти Аргуновы превращаться в разных людей. Да. И в Тяхтюре, вот игдейский наслед, род, вот это Аргуновых, вот так распространено. И всю географию распространения фамилий, родов по родам можно сличить, как мы перемещались по всей своей территории за пределами Якутии. Понимаете, не надо говорить, чтобы не утрируйте, что, мол, это русские фамилии, это значит от них мы произошли. Константин Поняли, Ильич да? в защиту Сергея Ивановича кинулся на амбразуру, да, но здесь нужно понять, что ключевое слово «тайна», Да. а любой автор создает интригу, да? И когда появилась тайна якутских фамилий, и здесь половина сидящих, что же там тайна, да? И сегодня наши тайны наших имен имеют разные версии, да, разные версии. Вот Константин Ильич, оказывается, говорит, что есть такая деревня, Аргуновка, да? Ну, наверное, надо ему туда съездить и там сказать, что они произошли от Татинского улуса, да? Ну, к примеру, я говорю, можно такую версию сделать. Хорошо, вопросы? Пожалуйста, пожалуйста. Представляйтесь, не забывайте. Владимир Борисов. Я хочу тоже спросить, вот предыдущие ораторы, хороший вопрос задали. Эти фамилии, конечно, они в основном искусственные. Ну, вы, наверное, согласитесь, что вот когда людей как бы крестят, и это видно из того, что у нас есть очень много северных улусов, селепсобых есть, но они, получается, даже разной национальности люди, понимаете? Поэтому вот я что хочу сказать. Надо бы, конечно, сейчас есть возможность, да, более научно подойти к этому вопросу, то есть провести генетические исследования, ну, потомков. Понимаете? Вот. Вы такое не проводили? Я нет. Нет, ну, ваши там никто не проводил, да? Есть такая замечательная ученый, Вера Александровна Фефелова. Вот она некоторые там группы репрезентативную исследовали, и она утверждает, что где-то 85% мужчин Саха имеет одинаковые единый предок, понимаете? Поэтому тут вот
люди правильно говорят, казаки, конечно, были там, священники были, но они почему-то так очень неаккуратно-то, понимаете, людей так крестили, что вот родной брат и братья родные оказывались разными фамилиями. Поэтому тут надо подойти, вот правильно говорят ребята, что надо тут осторожно надо. И еще согласен с моим другом Владиславом, он говорит, вот я тоже подошел и я думал, может быть, про мою фамилию там, русскую, да? Ага. Оказалось, это не так, так что тут, конечно, название такое громкое, я бы сказал, «Тайны якутских». Пожалуйста, Сергей Иванович, еще раз Ага, прокомментируйте. поэтому, ну, вот мое предложение в том, что вы можете вот из-за этих материалов, если есть представители, то можно провести генетические анализы, ну, родства, понимаете? Это будет более научно. Ну все, спасибо. Спасибо. Одно другому не мешает совершенно, и вы абсолютно правы в том смысле, но это уже касается не истории по фамилии, это касается истории рода. И здесь уже каждый вправе провести генетический анализ, выяснить о том, что, откуда, что, как. Потом, когда вы делаете родословную, вы все-таки конкретно своих родственников анализируете, все это делаете поколенную роспись, и вам выясняется о том, кто там, когда, как крещение. Да, допустим, тоже священник Слепцов, он мог крестить и тунгусов, и якутов, и чукчей, правильно? Правильно. И фамилия это она повсеместно по всему Дальнему Востоку. Естественно, для разных групп населения, разных национальностей. Это вполне естественно, потому что священников было не так много, особенно в XVIII веке. Поэтому это уже труды людей, которые занимаются вопросами генеалогии, ДНК-генеалогии и так далее. Это, извините, не дело писателя уже. Это, как говорится, уже другая ипостась. Тут я с удовольствием почитаю книги по этой части, но уже других авторов. Ну, доказательная база, допустим, как кто от кого, какие гены имеет, да, это уже другое направление. А история фамилий как раз вот тема нашего сегодняшнего обсуждения. Допустим, мой предок был Кюрегей, да? То есть я должен был перед вами сидеть не Владимиров, а Кюрегеев, да? Но вот история так пошла, что я стал Владимировым, да? Сейчас я и того предка благодарю, то, что он был Кюрегеем, да? И того предком, который Владимиров, да, стал. Хорошо, вопросы еще? Пожалуйста. Маленько, наверное, недопоняли друг друга. Дело в том, что, наверное, вот такой труд нужно было начинать с того, что в Российской империи фамилии как таковые у простых людей появились вообще в XIX веке. Это совсем недавно в историческом плане. До этого фамилии были только у дворян, элиты, служилым людям иногда присваивались фамилии. Вот. Остальная часть населения, они жили по прозвищам или по отчеству, то есть такой-то сын такого-то. Все, этого было достаточно для тех же исачных списков и прочего. Да? Были рода, были там населенный пункт, да? Но фамилий как таковых у людей, у русских крестьян не было. Так что вот делать параллели с 17-18 веком и говорить, что вот эта фамилия пошла с этих времен, это неправильно изначально. Почему? Потому что фамилии как таковые появляются в XIX веке. Вот, например, взять род моей супруги, у них конкретно фамилия Афанасьевых, Сущалдана, да, например, начинается с начала XIX века с Афанасия. То есть сын Афанасия, он стал Афанасьевым. Вот. И тут проводить параллель, например, с казаком Афанасьевым 17 века, ну, это ни в какие, ни туда, ни сюда, это не идет никак. Фамилиями, да.
Пожалуйста, Сергей Я и Иванович. говорю про фамилии. Делать параллели фамилий или имени, скажем, 17 века и 19, это не совсем правильно. Но, во-первых, вы ошибаетесь в отношении истории фамилий. Дело в том, что вообще сама идея закрепления фамилий, она появляется в категориях имущественного ранга. Там, где было имущество, особенно имущество, которое наследовалось, появляется фамилия. Безусловно, это было дворянство, да, это было купечество, потому что там касалось имущества. Следующая категория – это служилые, потому что они получали денежные оклады. Соответственно, это должно было быть, как сказать, бюрократически оформлено. И поэтому фамилии появляются гораздо раньше, чем вы говорите об этом. Но, конечно же, поначалу фамильное образование шло или от именное, от отчеств, или же от прозвищ. Это, безусловно, так оно было, и это, говорится, в истории фамилии все это определено. Но это касается, опять же, 17-18 века. Если к вам пришли сюда, в Якутию, казаков, которых большое было количество, сначала Ивановых, Васильевых, Степановых, то к середине 18 века, фамилии Иванова, Степанова и так далее становятся уже единичными, потому что выступает впереди прозвищные, потому что в одном списке, когда 10 Степановых, понятно, что можно заблудиться, соответственно, начинает выступать прозвище, закрепляется прозвище, и они так уже идут по фамилиями. Это первое. Второе, что касается Афанасьевых, то мы, да, безусловно, шли, так сказать, по отчеству образования, и не только в Якутии. Вы знаете, когда у нас мы анализировали списки участников Петропавловской обороны, а это 19 век, 1854 год, то у нас, как правило, из центральной России прибывали крестьяне, допустим, Васильев, Богдан, Васильев сын. То есть здесь тоже еще фамилии у крестьянства не было. Крестьяне были крепостные, у них имущества не было, поэтому, в общем-то, не было смысла их наделять фамилиями. Но у казачества эти фамилии уже были. И потом мы говорим о том, что были образования от именные. В этой книге об этом говорится. Но это уже ваше право делить зерна от плевел, где связано с казаком Афанасьевым, где связано с дедом Афанасием. Это уже вы свои родословные проводите и говорите, что мы к казаку Афанасьеву никакого отношения не имеем. А нас дедушка был такой. Вот. Это ваше право. Это уже история вашего рода. И здесь я, как говорится, к этому никакого отношения не имею. Еще это... Хочу сказать, вот мне тут сказали, что благо, что писали так, да, ну тогда, вот, священники. И я что хочу сказать, здесь может быть возникнуть такое ошибочное, ну, такое мнение. Понимаете, наши предки, они очень четко соблюдали и знали своих родственников по линии матери, по линии отца. До 9-го колена это стандартно, потому что у нас никогда не было, когда молодые женятся, да, ну, парень и девушка, да, ее вот старики до 9-го колена разбирали, чтоб родственники, ну, кровосмещения не было. Поэтому такого не надо говорить, что у нас мы все знали там, даже когда до прихода казаков там, это все четко работало, понимаете? Никаких вот таких браков между родственниками у нас никогда не было. И ни в какой легенде, нигде ничего нету такого, понимаете? Поэтому это все работало. Не то, ну, можно подумать, что не писали, и поэтому предков не знали. Нет, такого не было. Вообще, все свои предки, стандартно люди до 9-го колена четко знали. А кто с этим спорит? Ну, не, вот тут-то как-то мне вон товарищ говорит. Тут у вас что... это возникло. Да, я думаю, да, я поэтому... вроде как ни при да. чем. Не, ну просто я говорю, понимаете? Я не открещу. Конечно, знаю.
до 18-го... Нет, ничего нет. речь о другом. Он же говорит об истории рода, о том, что одно другому не мешает. Вот Адамовы, допустим, они знают свой род, там, может быть, и больше, чем на 9 колен и так далее. А вопрос стоял о том, от какого Адама фамилия это произошла. Я дал предположение о том, что и нашел подтверждение, что в Тобольске были казаки Адамовы. Тобольские казаки-годовальщики постоянно приходили на смену друг другу. У нас еще нет доказательств, что именно с этими казаками связано. Но это как предпосылка к тому, чтобы познать историю этой фамилии. Предпосылка. Хорошо. Да. Еще- Не, наоборот, это интересно, то, что... Да. Благодаря этому мы узнаем. Не надо разделить там история рода, история фамилии. Когда пошли вот эти писанины, они же все равно... Нет, надо делить. Давайте так, разные вещи. коллеги, каждый остается при своем мнении, да? Мы задачу не ставим переубедить автора что-то сделать, да? Он начал труд, связанный с Якутией, да, тайны якутских фамилий. Понимаете, коллеги мои? Я У еще каждого бы- у нас еще бы свое мнение, поэтому мы не ставим целью переубедить что-то. Кстати, я вас приглашаю на площадке съезда выступить, да? Вы прекрасно выступаете, вот как раз в музее у нас завтра открытие будет с утра, а потом Высшей школы инновационного менеджмента, там площадки состоятся. Любую выбирайте, приходите, выступайте. Я думаю, что так. Поэтому наша задача сегодня презентовать. Ваша задача выслушать, задать вопросы, остаться при своем мнении или использовать для исследовательской работы. Еще один момент, о котором я не сказал, но его важно сказать. Дело в том, что мы, когда говорим об истории рода, мы понимаем поэтому о том, что мы находим, как говорится, свою сопричастность к большой истории, к истории своего рода. Это вот что длилось в течение нескольких веков, и наши родственники из этого рода, они где-то себя как-то чем-то проявляли. В общем-то, кто-то был знаменитый, кто-то был не знаменитый, по-разному и так далее. Но мы, познавая историю рода, мы познаем историю своего отечества, своей земли. И поэтому, когда мы говорим об истории фамилии, то мы становимся сопричастны даже не по кровной линии, а по исторической линии мы становимся сопричастны еще более широкому такому историческому пространству, связанному и с освоением Сибири, да и вообще с большой историей нашего государства, нашего Отечества. Поэтому вот это еще один из моментов того, чтобы, да, допустим, там Аргуновы и якуты, они к казакам Аргуновым, допустим, даже не имеют никакого отношения там, и близко, только по фамилии. Но сама вот эта вот историческая, так сказать, особенность этой фамилии, история, связанная с ней, она же ведь уже, как, Константин Ильич, она душу греет. Да, с 17 века, я добавляю еще раз повторяю, это как индикатор. Когда мы получили русские фамилии, мы можем с 17 века проследить. Мы же потеряли свои истинные имена, фамилии и так далее, да? А пошли русские у нас, наши фамилии, как они распространялись по Якутии за пределами. Понимаете, в чем суть? Для этого и институт работает, чтобы разобрать вот этот клубок. Очень страшная работа. У нас сейчас 200 тысяч Нет, человек. не страшная. Интересная работа. Очень интересная работа. Тяжелая Пожалуйста, работа. вопрос. Меня зовут Леонид Корякин, я сам математик, я вот как бы фанат, мой кумир это Марк Петрович Григорьев, да? Знаете, который вот изучал у нас в Якутии, особенно вот вилюйской группы регионов, очень много родословных сделал. Ну, как бы я, как сказать, ну тоже вот чисто для меня вот это изучение родословных, как бы ее хобби, и ну, как бы пытаюсь найти. Есть данные церковные, вот этот ревизские сказки 782 год, 795, 816, да, 1850, 1858 год, да, и изучаю, вот как бы пытаюсь делать, ну, как бы для жителей вот Верхневильского района, особенно вот Батулу, Соргулук, там Далыр, как бы там много есть таких, которые тоже этим занимаются, да. И что я интересно вот заметил,
как бы очень мне помогает вот Елена Николаевна Колодезник, которая меня снимает, да. Интересно то, что тут получилось, то, что я как бы фамилии давали, да, крещение было. Там, у нас, там, где вот мои предки жили, простые такие фамилии, ну, таких особо не было. Только две семьи, вот я сам Корякин, вот Корякины и Паскачины. Почему-то вот эти вот их крестили, Корякины, Паскачин, да, и все время их фамилии как бы в ревизских сказках написаны. А другие, которые там, например, даже вот, ну, в основном такие простые, Иван Петров, Петр Васильев, да, ему при крещении дали такое имя, и все, дети, как бы, вот, как бы он Петр Васильев, а его Иван Петров, у него сын Иван, он Иван Петров, а у того Ивана там Василий Иванов. Очень трудно, как бы, да, вот это делать родословную. Ну, Елена Николаевна вот Колодезникова, она как бы муж Солданского района, да, Барнашов, и говорит там, ну там же фамилии Кривошапкины, вот как бы вот это Белолюбские, там каких только фамилий нету, да, там намного проще эти фамилии потому почему-то записывали. А у наших ревизских сказках только есть почему-то, ну, Паскачины, наверное, это потому что это главы были, и Корякины там, как бы, их фамилии остались, а других фамилий нету. Вот всем фамилии давали, там, Трофимов, Винокуров, там, да, а фамилии, которые вот при крещении давали, а дети то как бы уже, ну, кому-то вот первый, который крестился, был Василий Винокуров, да, а сын Василий, он Василий Васильев стал. Это Винокурова уже все забыли. Почему так получилось, вот я не могу понять. Вот у меня вопрос, как бы, да, вот почему у Солданском районе вот эти Кривошапкины, Белолюбские, да, и каких там только фамилий нету, Барнашовы сохранили свои фамилии, когда вот когда-то, наверное, крещение было, эти фамилии были, и в записях, в ревизских сказках эти фамилии сохранились, да, а в нашем, вот, где вот мы, мои предки жили, да, Батулу, так сохранились только две фамилии, вот, Паскачины и Корякины, они как типа Так, блатные или что там. Хорошо, понятно. Давайте так, у нас еще есть спикеры, поэтому Андрей Исаевич, наверное, здесь пояснит. Прошу прощения, Сергей. Значит, Да. ага. Ну, уважаемые, все-таки вот название книги, да, несколько там негативные отношения, но я должен прямо сказать, что такая работа должна была проделаться. Это очень значимая работа. Меня поражает, что не каждый может взяться в такую работу. Действительно колоссальный труд. Вот 4 источника мы видим по 1000 страниц. Кто-нибудь может взяться в такую работу? А работа очень важная и нужная, которая раскрывает историю нашей страны, нашего народа. Вот представьте, мы же очень много говорим о родословной. А не было бы этого, каково было положение? Вообще безвыходное положение было бы. Поэтому мы должны сказать очень большое спасибо такому человеку, так, Сергею Ивановичу, так, чтобы он продолжал свой труд. Спасибо. Спасибо. У нас еще один спикер. Молчит, сидит. Сейчас, потом вам дадим слово. Пожалуйста, Руслан Васильевич. Тоже скажу. Вот на самом деле, когда интересный такой труд, спорный, да, и возникают дискуссии, это говорит о том, что книга должна возбуждать интерес и споры. Совершенно правильно. Значит, Молодец. это вы достигли своей цели. Если бы презентация прошла, и все бы, да, ну, пару вопросов прозвучало, там все хорошо, и все, и на этом закончилось, значит, ну, книга, можно сказать, не получилась. Значит, у вас книга получилась, потому что она заставляет думать людей, копаться дальше уже. Скажем, взяли фамилию, и там уже начинаешь свой род искать, да, в этих фамилиях, где они сходятся, расходятся. И даже если изучаешь род, там же не обязательно все должны быть этой фамилией. Да? Ведь род-то люди женятся, пережениваются и прочее. Там уже куча фамилий получается в одном роду, переплетаются десятки фамилий. Поэтому вот есть как бы разные маленькие работы, поэтому вот это очень важно, вот именно тоже интересное направление работы. Но вот я бы хотел сказать, что завтра будет у нас съезд, и вот я всех приглашаю на 3-ю секцию. Там как раз интересный краеведение, когда мы будем смотреть эти священные места родовых мест. Это место рода, где он возник. Это тоже интересное направление. Вот где возник род? Как бы стержень вот этой какой-то родовой фамилии, где он возник, в каком месте. И вот эти такие священные места наши, место рода бы, да, вот тоже то направление, которое мы должны сохранять. Это вот наша историческая память. Поэтому всех приглашаю тоже завтра в 3-ю секцию. Там можем поспорить. Спасибо, Руслан Васильевич. Здесь сидят как раз руководители 3 секций. Да, я 1-ю возглавляю, я приглашаю всех на 1-ю.
Вторую возглавляет Андрей Исаевич, он приглашает на вторую. Третью возглавляет Руслан Васильевич, он приглашает туда. Ну а сейчас Константин Ильич скажет, где какая площадка, и вас четко всех распределит. Пожалуйста, Константин Ильич. Первая площадка – это взаимодействие с органами государственной власти и общественности. Да? Все площадки проходят очень здорово, что по проспекту дом номер 1, вы знаете, 12-этажный дом. А открытие будет вот у нас в Краеведческом музее, поэтому тут все близко. Вторая секция, это у нас Андрей Савич будет проводить. Тут образовательной системе вот это родословие, роли родословия в воспитании детей, учащихся и молодежи. То же самое в этом же здании. Третье это вот Руслан Васильевич сейчас, его прервали, он уже сейчас рассказывал. Да? Это вот краеведение, это обычно самое большое, поэтому у них вы не стесняйтесь, приходите, потому что зал там очень большой, 260 человек вмещает. И четвертое, вот сейчас мне только что Новосибирска написали, что они с задержкой 2 часа вылетают, через 2 часа вылетают. Приедет Дмитрий Александрович Крикинский, сам именно разработчик, автор вот, программы родословия на компьютере, по которой мы пытаемся и начинаем внедрять уже после этого съезда, будем повсеместно включать вот эту систематизацию. Вот это все по проспекту 1. А пленарная часть, пожалуйста, второй день, 10:30, да? 10:30 ДК Кулаковска. До этого, конечно, регистрации и тематические эти выставки будут. А завтра же днем у нас выставка родословия Комсомольской площади совместно с Министерством труда. Но чуть-чуть немножко припоздают. Почему? Потому что люди будут в секциях, но выставка будет целый день. Понимаете, Хорошо. тут столько народу будет. Приходите, Спасибо, находите. Леонид, наверное, ответ на ваш вопрос, Леонид, вы слышите? Ответ на ваш вопрос можно будет услышать на различных площадках нашего съезда, да? Нет, здесь, наверное, мы не ответим, почему вдруг Колодезниковы, вдруг Корякины там сохранились. Сегодня мы на этот вопрос не ответим. Да? Я думаю, что человек такое существо, что он расстроиться не может, поэтому выбирайте то, что вам по душе. Сергей Иванович, вам заключительное слово. Ну, я все-таки постараюсь и на этот вопрос ответить немножко. Это говорит о разнообразии. У нас на Камчатке тоже такое. У нас были деревни, в которых была одна фамилия. Допустим, в Соболеве была фамилия Спешнев. Как ее нужно было различать? Все же Спешневые. По женам, по мужьям. Жена у него, последний муж был Черных, она стала Чернихой. Другая у нее муж Януарий, она стала Януариха. И, соответственно, семья. То есть это люди, как говорится, проявляли творчество. И здесь также, в общем-то. А крещение шло как? Вера Васильевна уже немножко об этом сказала. Группа-то небольшая была. И, соответственно, а если крестили большое количество людей, то все они были Корякины. И в итоге в блок появлялся Корякины. Побольше группы, соответственно, большее фамильное разнообразие. И потом еще есть такой принцип, который называется бутылочное горлышко. Когда от одного человека может быть столько сыновей, что род пошел огромнейший, а у другому не повезло, у него одни девчонки, и все, и фамилия растворилась. Вот. Ну, а подводя итог нашего разговора, в общем-то, я очень-очень удовлетворен этой встречей. Мне было очень приятно. И чем занозистее были вопросы, тем было интереснее на них отвечать. Вот. Книга будет. Я думаю, что где-то месяца через 1,5 мы закончим уже подготовительные работы. Вот. Будет ли она издана в Якутии, я не знаю. Вот. Если на Камчатке она будет издана мизерным тиражом. Единственное, что мы гарантируем, то, что мы ее разместим в интернете. Это будет по нашим финансовым силам. Ну а если вам она нужна здесь, то, пожалуйста, решайте этот вопрос уже сами. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. Давайте мы поблагодарим Сергея Ивановича, да? Ага.
Да, я думаю, что сегодня очень интересная пресс-конференция прошла. Не только журналисты, я вижу здесь краеведы, научное сообщество, руководители и так далее. Поэтому считаю, что мы достигли. Евгений, у нас смотрела сколько есть подсчета? Нет? Где-то порядка 150, говорят, смотрят YouTube, да? Запись.